Наш девиз ФК Уфа «Даешь премьер-лигу». В ближайшие полчаса вы увидите. Сборники, сборники и еще раз сборники. Италия почти моя любимая страна моя. Одни с итальянцами уже сыграли, другие пока нет. Мы из Буденновска. Родились в одном городе. Игровик игровика видит издалека. Ничья равноценная победе. Мы очень тщательно готовились к этому матчу. Уфа отбирает очки у лидера турнира ФНЛ. Время собирать камни. Удовлетворительно и хорошо. Вот. Итоги работы Центра подготовки футбольного клуба Уфа. В нашей предыдущей программе мы уже сообщали о выступлении молодого уфимского полузащитника Александра Васильева в обновленной молодежной сборной страны. Напомню, он стал участником матча за Кубок Вызова против итальянцев. Эта встреча завершилась результативной ничьей 1-1. Васильев вышел на поле в стартовом составе, получил горчичник и был заменен на 66-й минуте. И теперь комментарии из первых уст. Твои впечатления о том, как ты сыграл за сборную России против Италии? Впечатление самое лучшее. Мне там понравилось. Италия почти моя любимая страна моя. Понравилось, самое хорошее впечатление осталось. Ну вот сыграл, насколько я помню, 66 минут. Желтую карточку получил. Чем еще запомнился этот матч? Мог забить опять, мог забить, но, увы, не получилось. Такой момент хороший был. Ну что, будем работать. Надеюсь, скоро забьем. Ну, в целом, вот тренеры новой молодежной сборной, как оценили твою игру, может быть, дали какие-то шансы, перспективы на то, что в следующий отборочный цикл будешь играть? Сказали, молодец, хорошо сыграл, как надо было забивать. И все, больше так ничего не говорили. Скоро в марте вроде будет новый матч какой-то. Сказали, что вызовут. И еще о международных встречах. Игорь Шалимов огласил состав сборной ФНЛ на ближайший товарищеский матч против сборной итальянской серии «Б». В него вошли 18 футболистов из 11 клубов футбольной национальной лиги. Наибольшее представительство имеют уфимцы и, как ни странно, торпедовцы Москвы, отдавшие в состав по 3 игрока. Причем изначально, после голосования на сайте ФНЛ, в сборную, помимо Евгения Кобызева, Никиты Малярова и Виталия Галыша, должны были попасть еще несколько наших футболистов. По 2 игрока в команду ФНЛ делегировали Балтика, Енисей и Ротор. Есть в сборной представители Нижнекамска, Томи, Санкт-Петербурга, Астрахани, Нальчика и Белгорода. Торпедовец Никита Безлихотнов сыграет против соперников с Апеннинского полуострова второй год подряд. По договоренности с итальянской стороной в матче могут принять участие только футболисты не старше 23 лет. Такой молодежи не нашлось в составах лидеров ФНЛ – Урала, Скайэнергии и Сибири, а также в Металлургии Кузбассе, Химках и Шиннике. Общие сборы, первая тренировка команды Игоря Шалимова в Москве назначена на 25 ноября. На следующий день сборная ФНЛ проведет еще одно занятие, а утром 27 ноября вылетит в итальянский Кротоне. Сама игра состоится в следующую среду. За день до отлета в Томск на календарный матч ФНЛ футболисты Уфы провели несколько плановых мероприятий. Одним из них стал очередной мастер-класс для подрастающего поколения ребятишек 98-99 годов рождения. Тренерский квартет Уфы Игорь Колыванов, Виктор Лосев, Евгений Корнюхин и Сергей Томаров на протяжении почти часа дарили навыки футбольного искусства воспитанникам спортшкол республики. Под пристальным взглядом профессионалов занималось около 50 юных футболистов. После короткой разминки ребята разделились по командам и провели небольшой товарищеский турнир. Тяжелые погодные условия не позволили мастерам в полной мере наглядно продемонстрировать все аспекты и тонкости игры. Но в теории Игорь Колыванов и Виктор Лосев весьма доходчиво объясняли юным футболистам, как правильно обращаться с мячом, отдавать передачи и бить поворотом. А Евгений Корнюхин и Сергей Томаров при случае с радостью подключались к игре и на практике показывали детям свое мастерство. Ну, это общение с детьми, это всегда так позитив, и от этого подпитываешь их энергии, видишь, как они бескомпромиссно бьются за каждый мяч, и, конечно, это можно только радоваться за них, и поднимается настроение и у нас у всех, и я думаю, что все хорошо. Вы смотрите футбольную программу на БСТ. Отогревшись горячим чаем, футболисты Уфы не преминули воспользоваться предложением от волейбольного клуба Суперлиги «Урала» на календарный матч против новосибирского «Локомотива». Когда футбольная профессиональная команда практически всем составом приходит на волейбол, значит, игра того стоит. Бразильские легионеры футбольного клуба Уфа Диего и Вильям недавно подружились со своим соотечественником, волейболистом Виссотто. Правда, последний пока на площадку не выходит, коротая время матча на трибуне с супругой и дочкой Катариной.
Представители игрового вида спорта, где играть руками можно только вратарям, даже без высота на площадке наслаждались волейболом в исполнении топовых команд синей группы Суперлиги. Всегда, когда есть время, хожу на какие-то спортивные события, то бишь хоккей, футбол, может какой-то волейбол. Мне интересны командные виды спорта. Зарядиться энергией, тем более в преддверии нашего матча важнейшего. Я думаю, очень классно. Тем более много ребят наших пришло. Я думаю, будет эмоций наберемся и дадим бой Томи. Но порадовать футболистов победой волейболисты так и не смогли. Урал в сухую уступил мощным новосибирским железнодорожникам. Зато после игры в стане уфимских коллективов нашлись давние знакомцы. Михаил, ну, кстати, вот что общего у вас с Андреем Мащевым? Мы с одного города. Родились в одном городе. Родились в одном городе. А как бы вот где общались там? То есть, может быть, как-то пересекались? У нас Это рядом были. дома рядом. Дома рядом. В одном микрорайоне выросли. То есть сегодня Михаил болел все-таки за «Локомотив». Конечно, за «Локомотив». За него, точнее, я болел. За Урал. За Урал я болел. За него я болел. Я все понимаю, как игрока «Локомотива». Ну и во время матча вы видели, скажем так, своего товарища на трибунах? Не, как бы стараюсь по трибунам не смотреть, мне это надо на игру больше концентрироваться. Ну и в целом впечатление о волейболе. Че, я уже был, видел, нормально. Ну, я люблю играть в волейбол, а смотреть так все. В следующий раз придете? Ну, если будет возможность, обязательно приду. За него поболеть. В первенстве ФНЛ состоялся последний перед зимними каникулами тур. Уфе волей календаря достался самый неприятный соперник, лидер турнира Томи. Но дебютант лиги сумел доказать свою состоятельность и добился важной и красивой выездной ничьи. Именно в игре с Томи, постепенно привыкавшая к ФНЛ Уфа, потерпела свое первое домашнее поражение в сезоне. Тогда башкирская команда не реализовала массу моментов у чужих ворот, ей было отказано в выполнении вполне справедливого удара с 11-метровой отметки, и в итоге гости, во многом за счет опыта, добились победы в последние 15 минут игры. Голы у Томи забивали Николов и Сорокин. Я думаю, что мы дома играли хорошо, даже лучше, наверное, чем сегодня. Не, ну это как, у нас была равная игра дома, просто сопернику больше повезло, и поэтому проиграли. Зимняя погода отпугнула с трибун зевак. Проститься до весны с любимой командой пришли лишь самые преданные болельщики. Хозяева, что вполне логично, играли первым номером. Свои голевые моменты имели Александр Демитко, Пламен Николов, Никита Баженов. Традиционно тревожил оборону соперника вездесущий Валерий Сорокин. Но наша защита во главе с Кобызевым держала удар. Оппонент Евгения, голкипер Томи Виталий Астахов, без работы тоже не оставался. Погода свои коллективы, я думаю, вынесла. Холодно, как бы. Полян немножко подмерзла, но от этого, то есть, все и шло, как бы. Мы любим в комбинационный, то есть, в футбол-то играть, мяч подержать, но тут немножко не получилось. В начале второго тайма главный судья игры вполне мог назначить пенальти за нарушение против Маркосова. Но в 2012 году арбитры 11-метровыми ударами Уфу не баловали. Тем временем настырный нападающий нашей команды продолжал искать путь к воротам Астахова. Весь атакующий порыв уфимцев сошел на нет после очередного неоправданного удаления. Безусловно, Сергей Данилов правила нарушал, но этот эпизод вряд ли тянул на красную карточку. Удаление абсолютно заслуженное, максимум желтой карточки. Конечно, оно немножко осложнило, владели преимуществом. Помимо удаления еще много было спорных моментов. Получив численное преимущество, Томи пыталась воплотить его в победу. Однако уфимцы выстояли не только в основное время, но и в непомерно добавленные судьей компенсированные минуты. 0-0. И вот сейчас у меня прям отпускное настроение. А до этого, конечно, до этого, конечно, надо было выходить, набирать очки. Нам удалось, мы счастливы. Пока участники матча вдыхали холодный томский воздух, понимая, что для Уфы ничья на поле в Томске практически равноценна победе, а местные СМИ пытали наиболее смелых футболистов морозными вопросами, тренеры команд-участниц выдавали на гора свои монологи, подводящие итог календарного года. Тяжелое поле, тяжелая погода, тяжелые условия. Могу только одно сказать, что класс команды, конечно, он нивелируется в таких погодных условиях. Пытались в первом тайме как-то взломать оборону за счет коротких передач, за счет паса. Ну а потом, когда поле уже немножко вскопалось, можно так сказать, пришлось делать длинные передачи. Ну, не кстати получил травму Никита Баженов, так что пришлось еще более упростить игру за счет длинных передач.
на Кирилла Погребняка. Ну, я думаю, игра шла до гола. Но, видите, ни мы, ни Уфа не забили. Ну, мы, скорее всего, потеряли 2 очка. Ну, в целом рад за ребят, что провели матч организованно, сплоченно. Не было разбросов нигде, да. Создавало то определенные трудности для нас, но еще раз скажу, что мы очень тщательно готовились к этому матчу. Хотели заключительный матч в этом году сыграть успешно, и я думаю, что нам это удалось. В Уфимском аэропорту нашу команду традиционно встречали самые преданные болельщики. В этот раз это настолько тронуло лучшего бомбардира команды Михаила Маркосова, что он раздобыл где-то любительскую камеру и запечатлел для истории самые важные, самые радостные эмоции партнеров по команде. Я поснимаю. Вот это уровень. Азамат Засеев. Лучший игрок ФНЛ. Правый защитник. Кандидат в сборную Армении. Кандидат в сборную Армении. Первый кандидат. Вот наш пресс-атташе. О, ребята, пришли нас поддержать. А где был? Вот главный наш фанат. Он пожрать вообще не любит. Премьер-лигу, да, Маркос? Даешь премьер-лигу. Это легионер. Поздоровайтесь. Не туда, а дальше. А с ним рядом Путилин. Они еще поспорят, кто больше съест. Это сборная Юга. Сборную Югу фотографируют. Юг рулит. Давай, все? Тиша. Тиша. Давай, Удали! Я не получилось. Я хочу посмотреть. Печальное видео снимается. Ну вот теперь у наших операторов появился достойный конкурент. Шучу, конечно. Самое главное, чтобы Маркосов продолжил штамповать голы за футбольный клуб Уфа. Ну а вдохновить его на подвиги и дальнейшее взятие ворот соперников может вызов в национальную сборную Армении. Прошла информация о том, что вас планируют просмотреть в качестве кандидата в сборную Армении. Ваши комментарии? Конечно, это безумно приятно, то, что меня увидели на моей исторической родине. И приятно моим родным, близким, ну, по папиной стороне. Да, всем приятно даже, ну, я даже не знаю, что сказать. Это только позитивный и хороший момент в моей жизни. Даже если что-то не получится, то уже будет в истории, что меня куда-то там, где-то там видели и смотрели. Ну, конечно, приятно, когда тебя замечают. Ну вот кого из игроков армянских, может быть, прошлого, настоящего вы знаете? Ну, кого? Я лично знаком с Арсеном Аветисяном. Он раньше играл, уже закончил свою футбольную карьеру. Ну, а так, конечно, это те, кто по телевизору. По телевизору сейчас смотрю за сборную Армении. Ну, из нападающих могу выделить Хитаряна и с Краснодара. Национальная сборная Армении по футболу в рейтинге FIFA занимает 82-ю позицию. Свою историю она ведет с 14 октября 1992 года, когда в Ереване был сыгран первый матч против сборной Молдавии. С 1996 года команда является участницей отборочных турниров, чемпионатов Европы и мира. Наилучший результат сборная показала в отборочном турнире на Евро-2012, когда заняла 3-е место вслед за сборными России и Ирландии. Тем не менее, армянская дружина стала самой результативной в своей группе с 22 мячами. Последние успехи армянской сборной связаны с молодым наставником Варданом Минасяном. Сборную он возглавил в 2010-м в возрасте 36 лет. Капитан команды – опытнейший голкипер московского «Динамо» Роман Березовский. Лучший игрок – восходящая звезда европейского футбола, полузащитник донецкого «Шахтера» Генрих Мхитарян. В случае вызова в сборную Армении Михаилу Маркосову предстоит выдержать нелегкую конкуренцию за место в составе. На данный момент атакующую линию армянской команды составляет Эдгар Манучарян из Екатеринбургского Урала, Геворг Казарян из Донецкого «Металлурга», Марко Спицелли из Кубани, Юра Мовсисян из Краснодара и Артур Саркисов из Волги. При этом трое последних, как и Маркосов, были привлечены в команду со стороны. Изначально Саркисов россиянин, Мовсисян американец, а Пицелли бразилец. Еще один легионер армян, уроженец Турции и гражданин Нидерландов Арас Асбилис.
постепенно собирается, как Томск, смотреть. Ну, я буду только рад, если он попадет в сборную Армении. Тем более я живу очень давно в Уфе. Наш игрок, как уфимский, один попадет в сборную Армении. Так что у нас маленькие, как Армения Республика, они вынуждены искать всех Европы игроков. Вот, один из такой кандидатов Маркосов. Я думаю, что все нормально будет Маркосов. Надеемся, что весной увидим ее в основном составе. Итак, в 2012 году дебютант ФНЛ в 21 матче набрал 31 очко. Вполне неплохой результат. И сейчас Уфа делит 7 и 9 место со Спартаком из Нальчика и Ротором. Пока команда ушла на зимние каникулы и ориентировочно соберется вместе 10 января. Все мы собираемся 10 января в Турции. Будет проведен сбор 20-дневный первый. Потом еще 2 сбора. Эта команда по последним нашим планам должна 6 числа быть в Уфе. 6 марта. Так как 11 марта у нас запланирована игра. Но все может быть так, что вот на последнем, наверное, на последнем сборе 29 ноября будет сбор клубов футбольной национальной лиги. Там будет подниматься вопрос именно о начале весеннего периода. Вот. Я надеюсь, что 11 числа будет снесено. Вот. И тогда мы можем начать позже. Задачи, в принципе, те же самые остались. И то, что клуб должен быть на ведущих ролях. Тогда был момент, что мы остались во второй лиге. Но волей судьбы так получилось, что мы оказались в футбольной национальной лиге. Это был для всех такой приятный сюрприз. Но для нас, конечно, это прибавило намного работы, потому что очень мало времени оставалось для определенных там действий. Но мы прошли это успешно. Вот отсюда тот результат, который сегодня мы имеем. Конечно, бы там, может быть, и лучшего нам хотелось, но то, что сейчас, сколько у нас очков, на каком месте мы находимся, в принципе, это, наверное, соответствует нашей действительности сегодня. 3 очка, 4 до 3 места, это совсем ничего, там, до 5 места 1 очко получается. В принципе, что тут? Мы делим 7 и 9 место, все слишком ровно, и поэтому сказать, что мы достойны 9 места, я так не скажу, мы достойны большего. Но не будем гневить футбольного бога, все сложилось хорошо. Естественно, может быть, где-то не добрали, вот. Но мы строимся как команда амбициозная. Поэтому все хорошо, я думаю. Я вот не хочу делать прогнозы, на самом деле. Я знаю одно, что та задача, которая нам была поставлена, закрепиться в середине таблицы и показывать хороший футбол, мы это делаем сегодня. И команда выходит на каждую игру, независимо от того, с аутсайдером мы там играем, ну, по таблице, я говорю, там, с лидерами чемпионата. Мы играем на победу. Это показали все наши матчи, что мы даже там, оставаясь там 10, может быть, или там на последних минутах мы стараемся бежать вперед и атаковать больше. Поэтому, может быть, некоторые моменты, где мы там пропускали в конце. Вот, у нас команда атакующая, показывающая такой. Надеюсь, что современный футбол. Игорь Владимирович привил это нам. Поэтому на каком бы месте мы ни оказались, мы будем бороться только за победу. Ну, хотелось бы, конечно, нам усилиться в каждых линиях, может быть, потому что, чтобы была и конкуренция, и чтобы к следующему сезону, где будет задачи быть более серьезные поставлены, уже каким-то там более мощным коллективом может подойти. Хотя у нас очень хорошие футболисты, но, наверное, новые приобретения футболисты будут. На минувшей неделе были подведены итоги работы Центра подготовки детско-юношеского и молодежного футбола ФК Уфа. В финальной части у нас вышли команды 98 года, тренер Крылов, 99 года Климов и 2000 года Хорошилов, Башлыков. 97-е года рождения Скоробогатов и 96-го года рождения непосредственно Халимов и Кашуба играли, значит, в двухраундовом турнире «Первенство России», где было 14 команд, значит, и подопечные Халимова, 96-й год, и Скоробогатова заняли 7-е места.
В прошедшем сезоне в состав центра подготовки входили дублеры Уфы, выступавшие в первенстве республики, завоевав бронзу и Кубок Башкортостана, а также 7 возрастов ребят от 95 до 2002 годов рождения. Всего порядка 300 футболистов. Не все выступили успешно. Была отмечена явная нехватка перспективных вратарей. В связи с этим большую помощь могут оказать уже начавшиеся мастер-классы с участием тренерского штаба главной команды республики. Определенным показателем отдачи центра подготовки может стать наличие в каждом возрасте кандидатов в юношеские сборные страны. На сегодняшний день таковым с поправкой можно считать уже заявленного за Уфу футболиста 96-го года рождения Игоря Безденежных. И радует то, что с 96-го года с нашей команды попал в заявку команды взрослой Игорь Безденежный. Он 96-го года, и надеюсь, что у нас есть еще ребята, которые могут при должной работе подтянуться тоже, обратить на себя внимание. Ну, в целом считаю, что мы удовлетворительно и хорошо. Вот на этом уровне мы прошли сезон. Но у меня команда 2002 года принимала участие по соревнованиям по первому году, поэтому мы прошли 2 тура на первенство Урала. Первый тур заняли 2-е место, во втором были 5-ми. Ну, не хватает людей на замене, поэтому голы пропускали последние 5 минут, потому что физически чуть слабее, чем соперники оказывались. Потому что год раньше он сказывался на этом. А так, мальчишки хорошие, я доволен результатом. Есть перспективные ребята, за которыми же гоняется Рубин, а Академия Коноплева уже зовут свою школу туда. Главные проблемы для качественного функционирования центра подготовки очевидны. Нехватка полей, особенно в зимний период. Существуют определенные разногласия между тренерами. Времени для работы над ошибками не так много. Тем более, что со следующего сезона лучшие молодые игроки центра подготовки будут задействованы в Уфе-2. На базе этой команды сформируют коллектив для выступления во 2-м дивизионе первенства страны. Возрастной ценз для футболистов будет составлять от 93-го года рождения и младше. Подошел к концу 15-й выпуск тележурнала о футболе на БСТ. В отличие от игроков, мы не уходим на зимние каникулы, а продолжаем работать, не покладая рук. Футбольный клуб Уфа, даешь премьер-лигу. До встречи. Pobre diabla llora por un pobre diablo. Eliel, que pa' los bachateros. Diabla.